Здравствуйте, меня зовут Павлуцкая Ирина, мне 26 лет, работаю в детском доме младшим помощником. Работа несложная, но в какой-то степени она очень трудная с детьми. Трудно работать. Дети у нас, конечно, непростые. В каждой работе свои трудности. Трудностей я точно не боюсь. Я родилась уже с трудностями. Мать отказалась от меня, оставила меня в доме малютки. Я выросла в Максоголовском детском доме. Там я закончила 11 классов. В школе, конечно, было трудно. Я с 1 по 6 класса на домашнем обучении училась. Поэтому 6 класс первый раз, как первый класс, было трудно. Взглядов было много. Но со временем, конечно, они привыкали ко мне. Конечно, в свое время учителя мои понервничали. Была оторвой, честное слово, да. Могла встать посередине урока и уйти просто. Это у меня просто была как самозащита. Была одна, видать, поэтому за меня было некому заступиться. Сдачи давала, умела сдать. Я уже понимала сама, что я в будущем будут еще взгляды, будут еще унижения, будет еще. Я подготавливала себя изначально. Конечно, у меня была поддержка уже тоже с моей стороны. Близкие, родные помогали мне. После 11 классов я поехала в город. Там я год отучилась на оператора, после на программиста. В основном, конечно, в моей жизни большую роль сыграл детский дом. Стержень мне как-то дал мне внутренний. Поэтому, может, я сейчас такая позитивная. Обзовут и обзовут. Развернулась и ушла дальше. Пусть люди меня видят, знают, нужно любить себя и принимать себя таким, каким вы есть. То, что вы один такой, это вы точно есть на земле. Оно уже Богом определено, то, что вы один такой. Другого, какой вы, не будет, поверьте. Счастье для меня — это чтобы мои близкие были здоровыми. Я буду знать, что у них все действительно хорошо. Тогда и я буду счастлив. Мои близкие, я могу их на пальцах перечитать. Матушка, Ольга, мои подружки, Люда, Аня, Оксана, мои козявки, Глеба, Никита. Глеб и Никита — это тоже отдельная история. Женщина попросила меня с ними нянчиться. Глебе было на тот момент 4 месяца, а Никите уже было 5 лет. Когда, если честно, я его первый раз увидела в кроватке, как-то обычно говорят, сердце ёкает. Я его увидела и сказала, что это все, это мое. Как-то так ёкнуло прям. Так мы уже 8 лет вместе. Они для меня уже как родные тоже, как свои дети. Я думаю, мое предназначение — помогать людям. Когда я работала санитаркой в неврологии, я знаю, что такое радость. Когда людям помогаешь, хоть чем-то, хоть маленькой помощью, но у них в глазах эта радость есть. И в моей душе, конечно, тоже зарождается радость за них. Это словами просто не объяснить. Надо просто чувствовать это. Хочу на психолога. Желательно на детского психолога отучиться. Мне кажется, я понимаю детей. И дети меня вроде как тянутся ко мне. Я стараюсь каждую ночь перед сном глаза закрывать и благодарить за то, что у меня есть крыша над головой, за то, что у меня есть близкие мои, которые я действительно, они меня любят такую, какая я есть. И то, что я их люблю. И никогда, когда ты падаешь, и сразу прибегать после Бога. И когда у тебя хорошо, нужно тоже благодарить Бога за то, что Он тебе кусочек счастья тебе дал. Я очень счастливая. У меня есть все, что мне необходимо. Я так считаю. Я считаю, что видеть вижу, ходить хожу, ум у меня есть, близкие мои меня любят, уважают меня. Тоже это счастье уже.
Ну и все.